Бисмиллахир-рахманир-рахим. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Уважаемые мусульмане, братья и сестры, сегодня мы поговорим о том, дозволяется ли в исламе юмор. Если разрешается, то искренне, без злого умысла, подоплек, оскорблений и унижений. Это в исламе порицается, считается большим грехом. За намеренную клевету в виде шутки, унижения чего-то достоинства в судный день призовут к ответу. В этой жизни от таких отвернутся люди. Шутки пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, были основаны на реальных событиях и всегда уместны. Согласно сообщению Абу Хурейры, радияллаху анху, сподвижники спросили у пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует: «О посланник Аллаха, ты нам запрещаешь шутить, а сам шутишь?» На это замечание пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил следующим образом: «Да, но ведь я никогда не прибавляю ложь». Шутил ли посланник Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям? Конечно, шутил. В достоверном хадисе говорится, что однажды посланник Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, пошутил со своими сподвижниками. Ученые-алимы растолковали это так, что он открывал сердца людям смехом, радостью, облегчал им души. От такой шутки, развеселившись, сподвижники сказали: «О посланник, ты же пошутил с нами». Тогда посланник Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, ответил: «Да, я пошутил, но в этой шутке есть только правда». В юморе посланника Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, присутствовала только правда. Он не приводил лживые доводы, не оскорблял, не унижал, не упрекал никого. Этого делать он запрещал и другим. Это запрещал и Аллах. Однажды сподвижник по имени Захир, радиаллаху анху, торговал на рынке. Посланник Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, подошел сзади, руками закрыл глаза и спросил в шутку: кто купит этого раба? По поводу этого раба он говорил правду, потому что он был рабом Аллаха. Тот был сухощавым и с неприметными чертами лица человек. Узнав посланника, саллаллаху алейхи вассалям, он ответил: как мало за него заплатили бы, если я купили бы. Тогда посланник Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, ответил: «Захир, если бы ты знал, как ты ценен пред Аллахом, это и есть самое важное». Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, даже когда шутил, говорил правду. Не имеет смысла врать и впадать в грех для того, чтобы повеселить народ. Нельзя шутить над внешностью, физическими особенностями, чувствами, высказывая свое превосходство и обесценивая других. Естественно, какие-то трагические события, беды по правилам этики просто не являются темой для шуток. Какими же были сподвижники посланника Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям? Имам Бухари, радиаллаху анху, приводит в своей книге «Адаб аль-Муфрад» хадисы, где сподвижники шутили между собой, пели доисламские нашиды, восхваляя родину, героев. Они могли шутить, кидая друг на друга кожурой банана, но когда разговор заходил об исламе, то они становились серьезными, как львы. Относительно религии они не шутили. دين زابر Можно ли распространять шутки относительно религии?
Мы видели ролики, когда стоящие за молитвой оборачивались, хлопали по плечу, делали сальто или слышали, как говорили в роликах: «Если увидим месяц, то отпразднуем Новый год, если не увидим, не будет Нового года». Кто сегодня высмеивает религию ислам? Те же сионисты, неверующие. Если мы тоже так же поступим, то с кого берем пример? Категорически нельзя так поступать. Мы должны очень серьезно относиться к своей религии. Юмор уместен, но не относительно религии. После невозможно будет отделаться от греха, если ради шутки высмеивать религию. Есть вероятность падения в неверие. Ведь Аллах говорит: не унижайте, не оскорбляйте, не клевещите ради шутки. Некоторые люди умеют шутить, их любят, потому что Аллах одарил их такой мудростью. Пусть Аллах защитит нас от всего греховного. أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.